За парты вместо выпускников сели их мамы и папы. Коми присоединилась к всероссийской акции «Сдаем вместе». День сдачи ЕГЭ родителями. В Сыктывкаре родители старшеклассников написали сокращенную версию единого государственного экзамена по русскому языку. А заодно прошли все этапы итоговой аттестации. От входа в класс до получения результата. Павел Королев о том, каким единый госэкзамен стал для взрослых. Рамка металлодетектора, термометрия, сдача личных вещей. Все как на настоящем госэкзамене, только вместо учеников – родители. Пробный ЕГЭ по русскому языку – это возможность не только проверить свои знания, но и побывать на месте ребенка. Для сына или дочери это не просто очередное решение задания из учебников, а одно из важнейших испытаний в жизни. К тому же в сдаче единого госэкзамена в этом году не обойдется без нововведений. Все бланки печатаются в аудитории. Это новшество этого года, то, что в период экзаменационной кампании все материалы будут поступать по защищенным каналам связи через сеть интернет, печататься будут в аудитории и сканироваться будут уже в аудитории. Это упрощает и убыстряет саму процедуру передачи бланков уже для обработки. Как раз с печатью бланков и случается форс-мажор. В одной из аудиторий, как назло, принтер отказывается их выдавать. Однако после смены оргтехники бланки с заданиями все-таки раздают. Как отмечают организаторы, подкачала техника. Так как печать производится на компьютере, соответственно, все может дать сбой. В данной аудитории мы видели сбой программно-аппаратного комплекса. Соответственно, согласно регламенту, был достан резервный программно-аппаратный комплекс и была произведена допечать. Если бы такая ситуация произошла при боевом экзамене, в принципе, все было бы точно так же. Да и в ЕГЭ ничего страшного нет, так говорят родители. Пройдя все этапы и упрощенный экзамен, им теперь есть что рассказать своим детям. И самое главное, на что обратить внимание при написании итоговой аттестации. Ведь на подготовку к экзамену осталось совсем немного времени. ЕГЭ по русскому языку в этом году планируется провести уже 29 мая, а математику выпускники напишут 1 июня. Павел Королев, Эдуард Фомичев, телеканал Юрган.